разговоры, хлебца коньячок пригрел, и красные светили капели. И говор и смех, потому что смущение одолело всех, потому что в дверях демон стоял, и у него был наглый оскал. С порога демон закричал: вот так! Ах, и унылый у вас бардак! Приходите, ребята, на завод! У нас все простой, надежный народ! Похмельное утро, но поют станки, и звонко стукают молотки. Обед, домино и снова цех, отовсюду слышны подначки, шутки и смех. А вечером все приходят в свой дом, чтоб закусить горячим борщом. Забывают темная дуба. И так он кривлялся и лез ко всем подряд, как иностранный банковый картовый лайер, как переломанный стерва. Не вышел уют, потому что Берман был тут, как тут, и снова он всех соблазнял, убеждал, и скотскими ухмылками речь сопровождал. Он говорил, что счастье в том, чтоб завтракать горячим борщом, читать лишь газеты, стоять у пивных, на трибунах протирать штаны, никому не говорить, увы, пить вино из овощной, под пыльной полигоне за штат переломить туда. Конечно, он видел, что ему никто не рад, но было наглых, а мы дегенератство бываю статери. Демон, знай себе, говорил, между столиками топал и прыгал, как